Ситуация с дальнобойщиками из Нерюнгри напомнила непростые 90-е годы. Дело в том, что они обратились в нашу редакцию и сообщили, что на территории одного из предприятий города Якутска вот уже несколько дней удерживают их коллегу. В истории разбирался Виталий Абрамов. Двое друзей-дальнобойщиков из Нерюнгри договорились с фирмой «Стройсервис» о том, что они на автомобилях, которые принадлежат им, перевезут груз из Иркутска в Якутск. В Якутске дальнобойщики доставили груз на территории ОАО «Крансервис», где строятся жилые дома. Рабочие начали разгружать фуры, но через какое-то время они прекратили работу без объяснения причин. Естественно, это не обрадовало водителей грузовиков, так как они должны получить новый груз и поехать дальше в рейс. Прошло несколько дней, а вчера один из грузовиков и вовсе заблокировали бетонными плитами, перекрыв выезд. Вот смотрите, что они сделали. Это сегодня в обед. Поставили под выгрузку, начали выгружать окна. Вот сколько окон выгрузили, обложили машину вот полностью. Все эти дни они приехали в Якутск еще в прошлую пятницу. Друзья не покидали территорию предприятия, так как боялись за свой груз и автомобиль. В поисках ответа они выходили на руководителя предприятия. Да, он сказал, что я сказал, что обращусь в милицию. Он сказал, я здесь в городе царь и бог, и мне пофиг милиция. В итоге, не получив внятных объяснений, дальнобойщики обратились в правоохранительные органы. На место событий был направлен наряд полиции, но даже им не удалось заставить работников стройки убрать препятствия возле грузовика. Ваш руководитель незаконно держит машину и данного водителя. Ну, разбирайтесь с ним честно. Если бы они были, мы бы сюда разобрались. Их нет. Позвоните. По данному факту в Министерстве внутренних дел началась проверка. По предварительным данным установлено то, что, возможно, имеет место быть конфликт между организациями по причине того, что не была произведена оплата. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Эту же версию косвенно подтверждают и в Крансервисе, но от официальных комментариев они отказались. Хотел бы просто узнать, а грузовики до сих пор там стоят, да? Грузовик стоит, потому что условия не выполняются, договора, видимо. К сожалению, нам не удалось связаться с фирмой-поставщиком. Ситуация напоминает времена лихих 90-х, когда на дорогах страны царил полный беспредел. По сути, наши дальнобойщики стали в прямом смысле этого слова заложниками конфликта двух организаций. Виталий Абрамов, Дмитрий Сергучев, НБК «Саха», Якутск.